Вы на канале Клевая Рыбалка. Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И мы находимся в республике Саха-Якутия, в Жиганском районе. Температура воздуха у нас сегодня 40 градусов с утра. И сегодня у меня в программе будет проверка сеток на ряпушку и установка тычек на лима. Так, вот подготовил дома крючки, значит, навязал с поводками. Обычная полипропиленовая веревка. И вот такие вот веревочки подготовил по 3 метра, по 3,5 метра. Вот. Их будем, значит, снимать сети на ряпушку, в которых уменьшился объем ряпушки рыбы, и вместо них ставить уже крючки на налима. Как бы вы ставить-то? Вот только что у мужиков порвалась веревка, оказывается, которая от сети основная наша удерживающая сеть. Ну, используем вот обычный шпагат, вот как видите, полиэтиленовый. А? От качества шпагата тоже много зависит. Значит, вот такие балки используют рыболовные. В них тепло. Установлена печка. Некоторые рыбаки, конечно, рыбачат без сеток. Мы 2 дня не проверяли сети, поэтому рыбы должно быть поприбавить, ну, чтобы подкопилась рыба в сетях. Потому что ряпушка уже у нас на исходе, рыбалка, и сезон заканчивается. Вот. Поэтому она уменьшилась в количестве. И где по 20 ловится, там уже сети мы сняли. И вот сейчас несколько сеток у нас осталось. Сейчас посмотрим. Некоторые тоже снимем, некоторые оставим, где еще более-менее ловится. Вот Василий Гаврилович принес кошку крупную из дома, большую. Якорь, можно даже сказать, практически. Да, сейчас будет вылавливать сетку, пытаться выловить. Так, сейчас вот проверили одну сетку. Вот это вот первая сеточка наша. Вот столько рыбы попалось. Вот. 3, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 23. 23 рыбы. И вот если меньше 40, мы решили, что уже надо сетки снимать. Вот. Поэтому эту сетку мы сняли. И сейчас на место нее поставим крючки прямо на этот же грузило. Вот я сетку отсоединил и аккуратненько клубком сверну. Она уже сразу моментально замерзла. Вот так вот. И так вот будет сейчас транспортироваться.
Так, сейчас подвяжем крючки. Так, вот у нас грузило. Вот от сети использовали под сеть. И на высоте где-то 1,5 метра. Вот на такой вот высоте, чуть побольше, может, не 1,5. Сейчас мы подвяжем крючки на налима. Сначала завяжем основную, как так скажем, веревочку, за которой будет подвязываться крючки с поводками. Вот. Вот она у меня подлинчивает. Сколько тут? Раз, 2, 3, 4 метра. 4 метра. И сейчас вот здесь, вот в этом месте мы ее подвяжем. Подвяжем так, чтобы она удерживалась именно за веревку. Вот, крепко подвязали. И теперь здесь делаем петельки. Одну петельку на конце делаем. Здесь будет крючок подвязан. И через метр еще делаем петли. Каждый метр. Вот. И вот здесь вот. Еще делаем такие петли. 3 петли. На них насаживают 3 крючка, соответственно. На концах крючков на поводках также делаю такие же петли простые. Вот. Ничего замысловатого. Вот. Раз, два. И просовываю сюда вот такие вот петельки небольшие. И соответственно соединяю с этой петлей. Вот так. Раз. И вот так вот все это дело соединяется. Вот. А потом удобно к концу рыбалки просто снимаешь их с петель крючки. И также сворачиваешь и все, убираешь. Здесь соответственно также. Раз. И два. Все, теперь разрезаем рыбу. Ну, в данный момент используем ряпушку. Давайте возьмем самую маленькую ряпушку, вот, которая есть. Разрежем ее. Хвост отделим. Хвост нам не нужен. Вот таких кусков достаточно. Да. 3. Вот. Вот таких кусков достаточно будет. Цепляем их вот таким вот образом. Вот. Давайте все-таки этот хвостовой заменим.
Вот так вот. И все. Сейчас это все опустим аккуратно. И также аккуратно все это опускаем по очереди. Соответственно, грузило идет. И потом поправляем, просто придерживаем основной груз и начинаем отпускать нашу рыбу. Вот так вот придерживаем. Вот так вот установил. Так вот подвязал кирпич, ну груз, чтобы посмотреть. Вот сейчас, как ради эксперимента, я сделаю с грузом. Сколько я тут? 2 уже опустил. Вот 3 сделаю с грузом. И 2 у меня будет без груза. И посмотрим, какой из них будет лучше ловить. Эти также подвяжем сейчас все. Ну и также, возможно, позже будет установка перемета, только чуть попозже. Будем надеяться, что попадется налим, конечно же. Потихоньку опускаем. Все, дошло. Так оставляем. Так, сейчас вот ради эксперимента эту часть, эти крючки я сейчас чуть-чуть повыше поэтовую. То есть не 1,5-2 метра над дном, а сделаю где-то, пусть будет метров 4 повыше. Поэтому можете так вот экспериментировать, потом смотреть, где как ловится. Там еще некоторые интересовались, как ты вот определяешь место, где можно поставить. Ну вот мы, допустим, ставим там, где мы рыбачим, сразу же вот после сетей, потому что налим также поднимается с моря, отсюда до моря 1000 километров. Вот. После ряпушки он идет сразу. Когда его ловишь, у него полный желудок бывает рыбы, ряпушки, забито прям бывает по 20 штук. И порой бывает в желудке у налимов. Вот. Поэтому все равно здесь налим проходит. Но вы можете рыбачить у себя, где чуть поменьше, ближе к берегу, например, в метрах 4-5 метрах. Батареи на устройстве очень быстро садятся, поэтому долго не могу вещать, буду периодически включаться.
Ну, общий улов неплохой за 2 дня. Поэтому эту сетку решено оставить. Нормы нет, должен 50 быть. Норма. Дневная норма 50, а всего 48 штук. Еще 2 штуки надо ловить. Вот такой вывод сделал Василий Гаврилович. 2 штуки не хватило до дневной нормы, а? Так, после обеда у нас в прошлый раз произошла небольшая авария. Кто смотрит передачу «Клевая рыбалка» на ютубе, тот знает, что одна из сеток зацепилась у дна, ну, где-то на дне обо что-то. Предполагаем, что, наверное, скорее всего, об какой-то корягу или еще что-то там вот. И вот сейчас будем ее вытаскивать. Оставили ее на самый последний, так скажем, на закуску. Вот. Вот здесь вот она зацепилась, здесь она стояла, сетка вот там. Ну вот сейчас продолбили вот там вот еще одну майну. В прошлый раз не смогли вытащить. Кстати, и кошка тоже, которой цепляли в прошлый раз, тоже оторвала. Тоже веревка оторвалась на кошке, и кошка ушла туда. Вот туда. Но в этот раз вот мужики притащили целый якорь. Этот-то точно не оторвется. И веревку уже помощнее. Вот. Будем пробовать. Сейчас это выйдет. Там стояка. И пускай, смотри, она едет захват массово. Mana anu dari ke juga nyata. Hah? Bukan betul. Juga nyata. Terus kayak betul.
Tastırın vardı. Ha, tasını yakaladı. Böyle. Usta bakın gelin ne yaptı. Yalan. Küçülete güzel yakaladı. Heyet var. Helle. İyi vedret tutun. Bir varına. Helle. Bedeli. Так, вот сеть удалось вытащить все-таки. Она была зацеплена, получается, грузилами. Сейчас мы вот собираемся домой. Время уже полмешка рыбы. Без 20 минут 4-го. Так, ну давайте сегодня подведем сегодняшние итоги. Итого мы сегодня поставили 5 тычек на налима, разрядили сетки, вот, и вот оставили парочку сеток. Ну, одну сеть, конечно, мы все-таки зацепили, она где-то зацепилась сама на дне. Не бывает такого, чтобы не было зацепов на рыбалке, поэтому это дело, как сказать, житейское. В целом рыбалка прошла удачно. После обеда более-менее стало тепло. Ну, на этом, пожалуй, закончим наш сюжет. Ждите следующей передачи. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем пока!